эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Цветы к подножию монумента воинам-победителям в Якутске возложил глава региона Айсен Николаев. В Ленске проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Наша съемочная группа готова рассказать о самом интересном. В Якутск на гастроли приедет старейший театр России. Сегодня, в День Великой Победы, в Якутске состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу воинам-победителям, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По мере продвижения колонны у каждой мемориальной плиты городов-героев поочередно прозвучали оружейные залпы. А перед монументом воинам-победителям была объявлена минута молчания. В торжественной церемонии возложения цветов приняли участие глава республики Айсен Николаев, председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев, архиепископ Якутский и Ленский владыка Роман. Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны войны и труженики тыла, дети войны, дорогие якутяне! От всей души горячо и сердечно поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В этот священный день нас всех объединяет чувство огромной гордости за великий подвиг многонационального советского народа. Низкий поклон победителям, отстоявшим свободу нашего Отечества, спасшим весь мир от фашизма. В героическую летопись Великой Отечественной войны вписаны имена свыше 62 тысяч якутян, защищавших Родину в кровопролитных сражениях. Наши земляки сражались на фронтах, отличаясь отвагой и несгибаемой волей. Спустя многие десятилетия силами поисковиков возвращаются на родную землю имена без вести пропавших солдат, боевые награды находят героев. В нашем народе, в каждой семье, в душе каждого из нас живет память о родных и близких, о солдатах Победы, о тружениках тыла. Празднование сегодня проходит и в Ленске. Там для жителей и гостей района подготовили ряд мероприятий, которые пройдут с соблюдением всех необходимых санитарных требований. Подробнее о них расскажет наш корреспондент Петр Васильев. Он сейчас на прямой связи со студией. Петя, тебе слово. Кристина, здравствуй. Сегодня ленчане наравне со всей страной, наравне со всей республикой отмечают День Великой Победы, 9 мая. Сейчас мы находимся напротив мемориала Вечного огня, памятнику всем тем, кто внес свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Здесь сейчас собрались представители городской администрации, сотрудники МЧС России, родственники, ветераны, дети и просто жители Ленска, которые пришли отметить сюда этот наш великий праздник. Сейчас за моей спиной проходит возложение цветов к памятнику Вечного огня. Напомню, в самом Ленске здесь приготовлен ряд патриотических мероприятий. Начнем с того, что местные энтузиасты, автомобилисты украсили автомобили георгиевскими лентами, различными флагами и готовы проехать небольшой автоколонной по городу. Помимо этого, сегодня также заготовили акцию «Фронтовая бригада». Организаторы проедутся с концертами по дворам в 4 точках города и для всех желающих споют военные песни. Помимо этого, Ленский краеведческий музей сегодня приглашает всех желающих на день открытых дверей с 10 до 5 вечера. Для всех гостей пройдут различные тематические военные мероприятия, мастер-классы по изготовлению поделок на военную тематику, а также, конечно, показ военных фильмов. Напомню, что в связи с пандемией COVID-19 большинство мероприятий как в Ленске, так и во всей Якутии пройдет в онлайн-режиме, а в 3 часа дня по местному времени наравне со всей страной, со всей Якутией жители Ленска смогут присоединиться к акции «Бессмертный полк», который также в этом году пройдет в режиме онлайн. Кристина, у меня на этом все. Мы продолжим держать связь из Ленска. Передаю тебе слово. Петя, спасибо. Я напомню, на прямой связи со студией из Ленска был наш корреспондент Петр Васильев. Мы продолжаем. В сокровищнице Якутии работает тематическая выставка, посвященная годовщине Великой Победы и столетию Героя Советского Союза Федора Попова. Экспонаты для сокровищницы представил музей имени Ярославского. Подробнее в материале Саргыланы Неустроевой.
Федор Попов – первый сын якутского народа, получивший звание Героя Советского Союза. В 1943 году благодаря его отваге и мужеству удалось отстоять бой при Днепре. Он самолично уничтожил более 70 вражеских солдат. Однако земляки героя отзываются о нем как о простом и добродушном парне. В общем-то, в этом году исполняется 10 ноября 100 лет школе, носящей его имя. А через месяц, 8 декабря, исполняется ровно 100 лет со дня рождения Федора Кузьмича Попова. Федор Кузьмич был очень подготовленным человеком был во всех отношениях. И физически, и морально, и духовно. Даже в своих записках с фронта Федор Попов не переставал интересоваться жизнью земляков и беспокоиться о хозяйстве. Записи, кстати, тоже представлены в экспозиции сокровищницы. Он начал работать в колхозе, там стал он бригадиром, был тоже очень активным, был очень строгим не только к другим рабочим, но и к себе в первую очередь. И поэтому его очень любили, уважали, потому что он был не только хороший работник, но и очень грамотный человек. Еще один по-настоящему ценный экспонат – крупный алмаз, названный в честь героя. Его масса превышает 60 карат, а качество, что называется, ювелирное. Стоит отметить, что алмаз уникален, он ювелирного качества, октаэдрической формы, массой более 60 карат. Был добыт в 1993 году в трубке «Удачная». То есть такие алмазы, они редки, как и наш герой Федор Попов, первый из народа Саха, герой Советского Союза. На момент подвига ему был всего 21 год. Погиб Федор Попов в том же 1943 году. Звание Героя Советского Союза солдат получил уже посмертно, однако подвиг его не забыт. Посетить выставку и лично ознакомиться с историей великого героя можно будет до конца мая. Сарглана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. В преддверии праздника наша съемочная группа встретилась с Зинаидой Петровой, детство которой пришлось на военное время. Дитя войны, статус, который не позволяет получать выплаты или льготы наравне с ветеранами, порядок в каждом субъекте федерации разный. На что могут рассчитывать дети войны в Якутии, узнаем прямо сейчас. Я приехал сюда 28 лет. Зинаида Иосифовна, дитя войны, находиться в поле зрения камер не привыкла. Война пришла в дом, когда Зине было 6 лет. Там, где она жила с родителями в Иркутской области, в 41-м не было боевых действий. Но женщина отчетливо помнит – голодали. Долю хлеба мать делила на 8, остальное заворачивала в полотенце и прятала. Все эти истории рассказывала и своим 4 детям. Приняли близко к сердцу. Даже сейчас, вспоминая, не могут сдержать слез. Дочь ее младшая живет с ней. Ну, а так как я вот приезжаю, как скучно дома, так я сюда еду. Хоть войну Зинаида Иосифовна встретила, будучи ребенком, и не брала в руки оружие, дети на войне были самым уязвимым звеном. Работали в тылу наравне со взрослыми, трудились на полях, чтобы обеспечить фронт продовольствием. Папа воевал, без ног остался. На одних пятках ходил, себе обувь сам шил. И нам войну шил. Корову забьем, шкуру спрячем. Все утихнет, папа идет, вырывает эту кожу. Потом выделывает, красил ее коровой. И нас заставлял мять ее. И сам шил нам. Дети войны не относятся ни к категории ветеранов, ни к категории участников войны. Но в ряде регионов существуют меры поддержки для граждан, чье детство пришлось на военный период. В 2020 году в Якутии приняли закон, в котором уточнили, кто относится к детям войны. Раньше относились несовершеннолетние, родившиеся до 3 сентября 1945 года. Сейчас мы продлили срок до 31 декабря. Год Победы в целом охватили. Дети войны имеют право на получение ежемесячной денежной выплаты – 1000 рублей. 50% компенсации стоимости путевки в санаторий, бесплатную юридическую помощь, также ежегодную диспансеризацию и внеочередной прием в организациях соцобслуживания. Справедливо ли то, что данную категорию не относят к участникам Великой Отечественной войны? Вопрос. Только вот то, что пережили эти дети, вряд ли компенсируют льготы и социальные выплаты. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край».
Над Ржевским мемориалом советскому солдату прошло уникальное шоу. В небо над филиалом Музея Победы поднялись тысячи квадрокоптеров. Они выстроились в воздухе в фигуры, посвященные Великой Победе, показали копию Ржевского мемориала и голубя мира. Акция приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Напомню, мемориал открыл 30 июня прошлого года президент Владимир Путин. Ржевский мемориал создан Российским военно-историческим обществом при поддержке союзного государства, Министерства культуры страны и правительства Тверской области. После открытия мемориальный комплекс стал филиалом Музея Победы. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит на территории Иркутской области. До границы с республикой остается 498 километров. За сутки ледоход продвинулся на 47 километров. На реке в пределах Ленского района продолжается повышение уровней воды с интенсивностью 10-20 сантиметров в сутки. Наблюдается ледостав и вода на льду. А в пределах Алекминского района до 50 сантиметров в сутки. По прогнозу ледоход достигнет республику 10-12 мая, а при благоприятном сценарии вскроется у Ленска 14-15 мая. 99 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в республике за минувшие сутки. Больше всего случаев выявлено в Якутске – 56, в Мегино-Кангаласском Улусе – 16, в Вилюйском – 6, в Усть-Алданском, Чурапчинском – по 4 случая, в Амгинском – 3, а в Алданском, Горном, Нерюнгринском, Среднеколымском районах – по 2 и по 1 случаю в Кобяйском и Намском Улусах. За сутки лаборатории республики провели 2066 исследований на коронавирусную инфекцию. Российский государственный академический театр имени Федора Волкова впервые приезжает на гастроли в Якутск. В рамках федерального направления больших гастролей на сцене Государственного академического русского драматического театра имени Пушкина пройдут показы спектаклей с 11 по 16 мая «Москва. Петушки», «Калина красная» и «На краю земли». Всего состоится 7 показов. Якутские зрители смогут увидеть ведущих артистов театра, многие из которых знакомы им по работе в кино и сериалах. Труппа приезжает во главе с художественным руководителем, режиссером, известным российским актером, заслуженным артистом России Сергеем Пускипалисом и директором театра Айратом Тухватулиным. На этом у меня вся информация. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.